Около 20 учителей и врачей устроили мирный митинг возле здания правительства с акциями протеста. Среди них есть и внебюджетные сотрудники. Все они взяли суду в государственные ипотечные компании, но не могли ее вернуть. Мы хотели отсрочку сделать. Нам сказали, чтобы мы оплатили проценты, а основную сумму сделали отсрочку. Так я плачу 30 тысяч, 21 тысяча – это процент, и 9 – основная сумма. Еще представьте, что во время пандемии это было очень сложно. Я плачу 14%. Они даже не смотрят на социальную уязвимость. Протестующие требуют, чтобы правительство снизило процентную ставку до 4%, а государственную ипотеку обслуживала только сама компания или банк. Также они создали специальную группу в WhatsApp, к которой уже присоединились более 500 человек. Некоторые даже рискуют потерять жилье, если не выплатят проценты по суде. Мы для двух предприятий платим очень большую сумму. Если в банке берут 2 миллиона, в течение 15 лет плачу по 20 тысяч получается. Так они нам кровь пьют. Сегодня руководство государственной компании около 3 часов обсуждали требования протестующих, но результатов никаких не последовало. Шылтон ортосунда шылтон 4 дагы 10%-тен төлөп атабыз да. Ошо дагы 4% булар левый салынып атат да, ошентип мындайча айткандачы. Программа «Доступное жилье» государственной ипотечной компании стартовала в 2015 году. Ипотечные кредиты изначально выдавались под 12-14%. С тех пор процентная ставка снижалась несколько раз, и теперь она составляет 6,8%. Известно, что ипотечное кредитование изначально ориентировано на госслужащих. Но 2 года назад было решено, что кредит будет выдан всем гражданам. В настоящее время количество получателей государственной ипотеки составляет около 5000. Государственная ипотечная компания заявила 1 августа, что процентные ставки для более чем 200-500 семей были снижены на 1% из-за пандемии. Однако агентство заявило, что удовлетворить требования протестующих о снижении процентной ставки до 4% пока не представляется возможным. Сейчас не получится 4%, это постсоветским странам. Если смотреть на Америку, Японию, то, конечно, у них есть возможность. Учитывая текущие реалии, я бы сказал, что невозможно. Сегодня еще около 50 человек собрались перед зданием мэрии Аша, чтобы потребовать снятия процентов заложенных домов. Участники митинга жаловались, что цены на квартиры завышены и их сложно оплатить. Стоит отметить, что мэрия Аша выделила в ипотеку около 400 квартир, что больше, чем домов, предоставленных пострадавшим в событиях 2010 года. Первоначально домам была предоставлена 6% ставка, но в начале года она была снижена до 4%. Айджан Аманова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.